Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Завершается очередной учебный год. Все школьники, кроме старшеклассников, заканчивающих школу, будут и ждут каникулы. Насколько будет интересным для ребят очередной сезон, зависит от многих ведомств. Об организации летнего отдыха детей расскажет гостья в студии Алевтина Аргунова, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Алевтина Петровна, здравствуйте. Доброе утро. С 1 мая этого года уже стартовала запись в детские лагеря на период как раз-таки детских летних каникул. Расскажите об этом, пожалуйста. Ежегодно у нас уже начинается запись в летние оздоровительные лагеря. Как мы знаем, уже по окончании учебного года начинается наша летняя оздоровительная кампания. И ежегодно мы уже третий год подряд начинаем запись в лагеря с 1 мая. В этом году у нас новшество. Мы в этом году начали запись на федеральном портале госуслуги, то есть родитель подает заявление через федеральный портал госуслуги. Но, как вы знаете, у нас есть и другая тоже возможность. Это возможность тоже лично подойти и записаться в летние оздоровительные лагеря, которые у нас будут открыты во всех муниципальных районах. На сегодня у нас обработано 11 тысяч, поступило 11 353 заявления. Из них у нас в обработке все равно находится пока свыше 3 тысяч заявлений. По 731 у нас уже принято положительное решение. И пока у нас вот тоже в статусе отказ у нас есть более 300 заявлений. Но это тоже ничего страшного. У нас, как бы, получается, с 1 мая начался пробный этап тестирования, потому что мы считаем, что вот как раз-таки на празднике у многих людей появилась возможность опробировать этот портал. И на сегодня, как я уже сказала, уже отработана у нас работа с Республиканским центром информационных технологий. И вот с 15 мая, вчера у нас уже сформирован весь реестр лагерей, которые у нас будут работать во всех муниципальных учреждениях. И мы думаем, что работа у нас сейчас уже наладится. Ну, вы сказали, что реестр уже сформировался. Сколько это лагерей всего по всей республике? В этом году мы планируем увеличить количество лагерей. Если, например, в прошлом году у нас было 521 лагерей, в этом году у нас будут 534 с охватом более 50 тысяч детей. Это примерно у нас составляет 75,5% от общего количества детей, потому что мы считаем, что это приоритетная задача у нас является провести важную работу по оздоровлению наших детей, ну и решить проблемы занятости наших школьников. Здесь у нас в основном это будут лагеря дневного пребывания. Мы планируем лагеря труда и отдыха. Как мы знаем, у нас в этом году Арсений Сергеевич, глава республики, объявил годом труда, и вот в этом году мы решили тоже в качестве приоритетного направления тоже взять за основу это направление. Да? Кроме этого, у нас тоже есть определенное количество лагерей, это их у нас 40, это палаточные лагеря, ну и загородные стационарные лагеря, в том числе наш Сосновый Бор, который у нас является государственным учреждением, которое у нас координирует всю работу, ресурсный центр по отдыху и оздоровлению учащихся республики. И во всех муниципальных образовательных организациях, районах, при образовательных организациях у нас тоже будут открыты детские площадки. Формы у нас разные, в том числе мы малозатратные тоже считаем формами охвата, потому что не все районы имеют хорошую материально-техническую базу по загородным стационарным лагерям, и поэтому вот малозатратная форма, по которой мы планируем в этом году тоже охватить, это у нас где-то около 50 тысяч школьников будет охвачено таким видом летнего отдыха и занятости. А как в целом идет прием кадетского лагеря для того, чтобы утвердить, что да, там могут отдыхать дети? Само собой, у нас при формировании реестра у нас проводится определенная работа. У нас работает большая межведомственная рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Сергея Васильевича Местникова. Значит, это все надзорные органы, это образовательные организации, наши министерства. То есть мы понимаем, что приемки лагерей у нас осуществляются не только надзорные органы, да, но также это обеспечение кадрами соответствующими, это
мы здесь привлекаем Министерство здравоохранения и так далее. То есть это большая, огромная работа, которая направлена на качество создания отдыха и оздоровления детей в летний период. Но это мы поговорили про республиканские лагеря. А что насчет организации летнего отдыха для детей за пределами республики? Здесь мы тоже планируем определенную работу. У нас выделены финансовые средства. Это на отдых и оздоровление детей за пределы республики, потому что у нас есть и государственная программа развития образования, которая предусматривает выезд детей с полной оплатой или с частичной оплатой путевок и проезда, да. И кроме этого у нас есть федеральная тоже программа, по которой у нас реализуется программа «Дети Арктики», то есть это дети из арктических районов. У нас с оплатой проезда отдыхает в Краснодарском крае, в Приморском крае. В этом году у нас запланировано выезд свыше 1000 детей в эти лагеря. Алевтина Петровна, а как обстоят дела по поддержке детей из семей мобилизованных граждан, вот как раз-таки тоже в части летнего отдыха? В части летнего отдыха у нас Министерство образования и науки по указу главы республики Асена Николаева, как вы знаете, да, у нас есть 5 мер поддержки, которые мы оказываем семьям военнослужащих, и в том числе по обеспечению бесплатных путевок для детей от 6 и 6,5 лет до 18 лет. И здесь у нас работает другая тоже система, то есть родитель подает через МФЦ по режиму одного окна заявлений, в котором он указывает свой статус. И в этом году у нас по республике будет выделено 705 мест и 1600 заявлений у нас тоже обработано. И на сегодня тоже вот в Сосновом Боре все хотят сюда к нам попасть, да, и тоже на сегодняшний период у нас из вот 1100 детей, которые будут посещать летом, где-то вот 525 детей, это вот дети будут из семей военнослужащих, поэтому не стоит беспокоиться родителям, у нас будут организованы для всех детей очень интересные смены. Но мы знаем, что повсеместно ведется строительство школ и детских садов. А что насчет строительства детских лагерей? Как тут идут дела? Но здесь тоже есть у нас определенные периоды, когда, значит, вся база обветшает и начинается период, скажем, бум строек, как у нас сейчас тоже ведется работа по строительству детских садов и школ. И здесь у нас вот на сегодня, конечно, если у нас раньше работали более 60 лагерей, вот загородные стационарные лагеря, на сегодня их количество у нас почти в разы сократилось. И здесь нам тоже вот нужна определенная работа по замене старых стационарных баз и строительству новых. С этого года у нас начала работа федеральная программа по строительству и ремонту стационарных летних баз. И, значит, мы подали заявку Республика Саха-Якутия и надеемся, что в 2024 году у нас будут выделены федеральное финансирование на поддержку наших стационарных баз. Ну и еще один важный вопрос – это вопрос занятости детей в каникулярное время. Особенно тех, кто состоит на учете. Какая работа ведется в этом плане? В этом плане мы очень тесно работаем тоже в межведомственном взаимодействии с органами профилактики. У нас на сегодня есть список детей, которые должны быть обязательно 100% охвачены, но эти цифры у нас остаются ежегодно на одном уровне, это где-то около 65%. Мы ежегодно охватываем детей, которые состоят на профилактическом учете. На сегодня это 424 школьника, это по всей республике, скажем. Это в основном 26 муниципальных районов, по которым ведется этот учет и реестр. Но я думаю, что вот наша работа, вот межведомственная работа должна как раз-таки, опять же, преследовать цели организации здорового отдыха и занятости детей. Здесь надо сказать, что вот все эти вот летние
Лагеря у нас будут работать все 3 сезона. Самый большой вал у нас более, вот, с охватом более 30 тысяч детей у нас ожидается вот в первом сезоне. Вот самый такой большой наплыв заявлений, да. И во втором сезоне нас тоже будет охвачено свыше 10 тысяч детей. И вот в третьем сезоне мы оставили тоже где-то 6 тысяч детей, вот, которые будут у нас все лето заняты. Но мы уже поговорили про непосредственно детский отдых. А кто будет заниматься детьми во время этого самого отдыха? Как обстоят дела с кадровым вопросом? Но кадровое обеспечение – это тоже одно из условий качественного проведения отдыха и оздоровления. Здесь мы тоже ведем очень целенаправленную работу, как я уже сказала, выше с Министерством здравоохранения, чтобы у нас были обеспечены медицинские работники. В этом году у нас более 600 педагогов будут участвовать вожатые. И вот как раз-таки наш ресурсный центр «Сосновый Бор» мы в феврале провели с Центром опережающей профессиональную подготовку и обучение вожатых. И вот у нас 816 вожатых будут задействованы в летнем отдыхе. То есть понятно, что идет определенная процедура отбора педагогических работников, вожатых из зоны пищеблока. То есть это у нас все под пристальным вниманием и Роспотребнадзора. То есть у нас уделяется очень большое внимание кадровой укомплектованности лагерей труда и отдыха. Ну, мы не раз уже в разговоре упомянули детский лагерь «Сосновый Бор». В него хотят попасть достаточно большое количество детей. Также у нас есть Малая академия наук. Расскажите, какие интересные смены тематические будут там этим летом? У нас есть государственные лагеря, как мы уже вы вас спросили, это у нас будут организованы смены на базе Малой академии наук, которая находится у нас в Хангаласском районе. Здесь мы задействуем 100 детей. У нас есть очень хорошая база в Сунтарском районе, это село Кемпендяй, бывшая, скажем, база компании «Алроса». И здесь у нас тоже будут отдохнуть 80 детей, это в том числе дети из мобилизованных семей, и Сосновый Бор. Но, как я уже сказала, в этом году мы в Сосновом Бору примерно вот за год планируем 2000 детей охватить, и из них СВО это у нас будет всего лишь, там, скажем, 200 с чем-то детей. И остальные смены будут доступны для наших школьников по всей республике. Здесь мы предлагаем очень интересные смены. В этом году, как вы знаете, у нас по инициативе Владимира Путина, президента страны, открыто движение первых, это российское движение детей и молодежи, и во всех сменах, в каждой летней смене наших лагерей, во всех муниципальных районах у нас будут организованы такие смены. Вот с 30 мая у нас начнется первая смена, это Содружество «Орлят». Далее у нас будет «Привет, Артек», «Открывай страну», движение первых. То есть это очень будет интересно. Я думаю, что лето – это самый незабываемый период, когда дети могут приобрести самый такой позитивный жизненный опыт, найти общий язык со своими сверстниками, отойти, скажем, от домашнего круга, то есть и для себя определить какие-то ценности, сформировать свои уже, свое мировоззрение и вообще опыт, скажем, взаимодействия. Сложно с вами не согласиться. Действительно, летние каникулы – это определенная часть жизни, ну а отдых в детском лагере в летнем – это тоже то еще волшебство. Алевтина Петровна, спасибо большое, что пришли, рассказали про насыщенную программу. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.